Вопросы были актуальны, жизненные. Вопросы обсуждались миграционной ситуацией на территории субъекта Челябинской области. Значит, те проблемные вопросы, которые существуют в службе, охватили моменты кадрового потенциала, который у нас имеется. Ну и рассматривали вопросы согласования кандидатуры о назначении на должность начальника управления. Потому что, не секрет, уже длительное время управление находится без руководителя, поэтому те вопросы, которые необходимо было рассмотреть при губернаторе о назначении руководителя, ну и дальнейшее движение нашей службы вперед, то есть какие стоят цели и задачи по реализации миграционного законодательства, все эти темы были затронуты губернатором на нашей официальной встрече. По итогам рабочей встречи были даны такие наставления, как продолжить работу и смотреть за ситуацией, вообще анализировать ситуацию миграционную на территории субъекта, смотреть дальнейшие перспективы развития службы, значит, также сохранять кадровый потенциал, ну и, соответственно, пожелания удачи в работе. В разговоре были охвачены все вопросы, включая и данный вопрос по использованию квоты. Единственное, значит, поручение губернатора, оно, соответственно, находится на контроле. Та ситуация, которая сейчас в настоящее время есть по использованию квоты, я могу вам сказать, что квота, которая утверждена на 2014 год и составляет 10 205 разрешений на работу для иностранных граждан, которые будут осуществлять трудовую деятельность в нашем субъекте, она использована лишь на 20%. Поэтому сейчас конкретно говорить о том, что нам не надо тех работников, которые будут здесь осуществлять трудовую деятельность, скорее всего, на тех социальных объектах, либо объектах, которые вносят, конечно, инвестиции в наш субъект, данная рабочая сила квалифицированная будет использоваться. Соответственно, будет мониториться ситуация по использованию данной квоты. Те организации, которые были заявлены на использование квоты на 2014 год и, соответственно, эту квоту не используют, поэтому будет приниматься решение на дальнейшую заявочную кампанию не выдавать этих разрешений для тех организаций, которые не реализуют вот эту квоту. Поэтому сейчас в настоящее время будем ситуацию анализировать, смотреть, ну и в дальнейшем уже конкретно какой-то делать вывод. Нет, сейчас она использована на 20%, но снижение, допустим, по сравнению с 2013 годом составляет почти 50%. Если в 2013 году она составляла 18 тысяч с небольшим, то сейчас она составляет 10 тысяч. Поэтому, судя по тому, что она использована на 20%, поэтому 10 тысяч в настоящее время она соответствует тем заявленным требованиям работодателей, которые заявились в заявочной кампании. Поэтому ситуация контролируемая, она будет, соответственно, анализироваться, но и делаться определенные выводы. Да, этот вопрос, один из вопросов, да, было затронуто, это тоже проведена беседа с губернатором по поводу назначения, задавались вопросы, те, которые касаются и работы территориального органа, и вообще прохождения дальнейшей моей службы, и предыдущей службы, значит, эти вопросы освещались, поэтому решение остается за губернатором. Значит, в органах внутренних дел я с 1997 года работаю в этом направлении, поэтому те проблемы, которые существуют в субъектах, они практически идентичны, поэтому для меня нового тут ничего нет. Поэтому, изучив ситуацию, буквально мне достаточно было 3 дней для того, чтобы вникнуть за работой управления УФМС России по Челябинской области. Я тоже как бы наблюдал и смотрел. Почему? Потому что, работая в Тюмени, это наш единый Уральский федеральный округ, когда мы здесь смотрим за работой своих коллег, анализируем ситуацию, смотрим, и есть территориальные органы, на которые надо равняться. Я считаю, что Челябинская область и управление в целом готовы выполнять те задачи, которые ставят перед нами Федеральная миграционная служба, правительство Челябинской области. Поэтому здесь я скажу, что ни одно из худших подразделений. Поэтому Свердловская область, Челябинская область – это те субъекты, где население составляет более 3 миллионов. Поэтому у коллектива есть потенциал, есть люди, которые готовы выполнять поставленные задачи. И я считаю, что только могу пожелать успеха нашему коллективу, и мы будем двигаться вперед в реализации и соблюдении миграционного законодательства.